Я стою рядом с могилой великого певца, прекрасного баритона, наверное, самого известного певца в татарской эстраде, в татарской музыкальной культуре. Конечно же, вы знаете это имя, как и каждый татарин, и не только. Это Ильхам Гильмудинович Шакиров. Человек, который стал целой эпохой в музыкальной культуре Татарстана. Человек, который первым начал давать по 2 концерта в день, потому что его популярность, она была настолько огромной, его ждали везде. В каждом селе, деревне, поселке, в каждом городе, естественно. И желающих попасть на его концерт было просто тысячи, сотни людей, которые не успевали посетить концерт. Ильхам Шакиров однажды сказал, что он знает каждого своего зрителя в лицо. И на самом деле он имел право так сказать, потому что не было географической точки на карте нашей страны, где Ильхам Шакиров не дал бы концерт. 2 концерта в день стали нормой для него. Очереди, чтобы попасть на концерты, это тоже норма для этого певца. Ну и, конечно, бесконечное звучание его песен из радиоточек, на концертах, в клубах деревенских. У каждого татарина, я думаю, есть 2-3 любимые песни из его репертуара, а кто-то знает практически весь его репертуар. Любовь к этому певцу безгранична. Ильхам Шакиров. Татар dünyasında bu isimni bilmegen kişi yoktur. Yaktı namazlık üstlerinde köp müsaade canlar ona isenlik tilep dua kılgandır. Unutulurga duşar itilgen köpmü burunғы jırlarını öz ahang bizekleri bilen bayıtıp kileşek zamanlarga yolladı. Sin sınasın min sünemin ayrılarız Sin sınasın min sünemin ayrılarız Oşta dünya şitligenden Tuarsınap günlüm koşa Şuat yaratsa da cihanğa Yat yaratgan Rabbısın Şuat yaratsa da cihanğa Yat yaratgan
Ильхам Шакиров спел песни известных татарских композиторов Сары Садыковой, Назиба Жиганова, Рустема Яхина и многих других, Салиха Сайдашева, конечно же. Но кроме татарских песен он пел и произведения азербайджанских, казахских, узбекских композиторов, каракалпакские песни. То есть можно сказать, что это был певец, ну, наверное, всех тюркских народов. Ну и неудивительно, если честно, потому что во всех этих республиках он побывал, и, я думаю, не один раз. Поэтому любовь в республиках бывшего Советского Союза к нему была абсолютно равнозначной, равноценной той любви, которую к этому певцу испытывают татары. Великая Альфия Авзаловна Авзалова, дочь Актанышского района, девочка, которая осталась совсем маленькой, круглой сиротой и воспитывалась в семье сестры своей матери. В 1957 году она впервые заявила о себе как талантливая и очень одаренная певица. Поступила в ансамбль татарский, где, собственно, начали заниматься ее музыкальным образованием. То есть это самородок, который уже во взрослом состоянии, в зрелом, можно сказать, в возрасте начала изучать и нотную грамоту, и вообще музыкальную культуру, литературу, и получать образование музыкальное. Альфия Авзалова пела на 14 языках. Ее голос называется альт полного диапазона. Это очень-очень редкий голос для женщины, обладающей прекрасными низами, как говорят вокалисты. А это позволяет донести вот самые глубокие душевные переживания, о чем скажет любой слушатель. Потому что песни Альфии Авзаловой, они, конечно, проникают в самое сердце. Может быть, еще и потому, что ее собственная душа, познавшая вот такую большую потерю родителей в самом юном возрасте, ее душа была такая раненая, большая и очень чувствительная. В 2010 году на телевидении был показан документальный фильм, сценарий к которому написал известный писатель и драматург Рабит Батулла. И фильм этот назывался «Монг Патша Бикессе». Поскольку слово «монг» – это, в принципе, слово, вокруг которого сейчас огромное количество трактовок, да, никто не может сказать, что это на самом деле, то фильм был переведен как «Царица песни». Хотя «Монг Патша Бикессе» – это, конечно же, как-то по-другому должно перевестись. Koytam eli yıl sayın yanında mine köte Zifa boylu akayım Balaşağım gürlep üttü Akidili boylarında Tuğan avlım üsken jirem Sin gene uylarımda Tuğan avlım üsken jirem Sin gene uylarımda, sin gene uylarımda. Sen kimin özüm şayan? Tamağıma salgın diyen, şuran şuraya nasıl Alfiya babit mana ima yandırdı nişadar. Biyek boz kışladım. Alfiya Avzalova. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Минем гаиләмнең Әлфия Абзалова белән таныштыгына 30 елдан артык вакыт үтеп киткән. Без ут күршеләр идек, без бер йортта яшәдек. Һәм аның талантына сокланып туймыйм һаманда. Без кич утырулар вакытында аның турында мәгълүмат туплый башладык.
Һәм мин аның һәрбер кыланышын пәрәмәч пешерәм, ул оныклары белән уйныймы, видео тасмага төшерә бардым 15 ел әүвәл. Менә инде мин аның күршесе булудан битәр Әлфия Абзалованың биографына әверелдем һәм ул китап инде дөньяда күрде. Инде хәзер бу видео тасмалар да Әлфия Абзалованың гаилә кысаларында гына калырга тиеш түгел, сезгә киң тамашачыларга чыгарга тиеш дип уйлыйм мин. Һәм ул кинокадрлар сезгә дә бик кызыклы булыр дип өметләнәм. Ну, все, конечно же, в Татарстане знают, что очень долгое время могила Альфии Абзаловой была запущена, ну, то есть она не соответствовала уровню этой женщины и ее вкладу в культуру, музыку и вообще в статус Татарстана. Но, к счастью, сейчас это прекрасная могила с великолепным памятником, к которому идут и идут люди. Вот мы подошли, принесли свои цветы, а здесь... Кстати, не похоже на многие другие могилы, здесь очень много цветов, а это значит, что, несмотря на то, что человека с нами нет, ее голос, ее искусство остаются с людьми. Габдулла Тукай. Его часто называют татарским Пушкиным. И, конечно же, это символ татарской литературы. Габдулла Тукай прожил всего лишь 27 лет, но это была жизнь, полная невероятных лишений. Оставшись сиротой в 4 года, он попадает в семью своего дедушки, к родственникам, и на несколько лет оказывается совершенно никому не нужным ребенком. Просто ненужным. Его шпыняли, гоняли, обижали. В конце концов, его с ямщиком отправили в дорогу, и этот ямщик буквально выкрикивал: «Никому ребенок не нужен, отдаю ребенка». В конце концов, его взяли в приемную семью, где он прожил 2 года, а затем его снова вернули к родственникам, которые думали, что избавились от него навсегда. И теперь уже родственники каждому проезжему предлагали маленького Габдуллу в качестве приемного ребенка. К счастью, хорошая приемная семья все-таки нашлась. Габдулла попал в семью купца и уехал в Уральск. Там он получил образование, его определили в медресе. Конечно же, в медресе он научился читать, писать, думать. Габдулла Тукай с большим энтузиазмом воспринял революцию 1905 года. После революции 1905 года в Уральске появились первые газеты татарские, в которых Габдулла Тукай начал печатать свои стихи. И можно сказать, что его творческая жизнь, она как-то вдохновлялась, мотивировалась, да, именно вот этими революционными изменениями. Он написал очень много стихов, в том числе знаменитые «Не уйдем», а дальше это были уже драматические произведения, и «Шурале», и многое другое. Всего лишь 27 лет жизни. Несколько последних лет он был довольно больным человеком, и несмотря на это, в 11-12 годах, когда уже его болезнь развивалась активно, он предпринял большое путешествие по Поволжью и посмотрел, как живут люди. Это еще дало ему огромный материал для творчества, для его стихов. Конечно, в жизни поэта была любовь, об одной все знают, о другой пока есть сомнения, но обо всем этом можно почитать в источниках в интернете. Молодой человек прожил жизнь полную лишений, но при этом жизнь, которую питали соки поэзии и литературы. И несмотря на то, что вот уже, можно сказать, больше 100 лет прошло с тех пор, как умер Габдулла Тукай, но это имя все-таки можно назвать символом татарского народа в том смысле, что несмотря ни на что, человек делает свое дело и оставляет огромный, значимый след в истории своего народа. Хания Фархи, Хания Виктагирова. Родилась в Башкортостане, в Башкирии в то время, а потом поехала в Москву учиться.
Поступила в текстильное училище, затем в текстильный институт и параллельно с институтом окончила музыкальное училище имени Ипполита Иванова. Ханию Фархи называют примадонной татарской эстрады. И, кстати, музыкальное училище имени Ипполита Иванова также окончила и другая примадонна, только российской эстрады. Хания Фархи – актриса, композитор, певица. Женщина, которую, конечно же, знал весь Татарстан, и все татары Советского Союза и России. Женщина очень талантливая, красивая. Sağınmaydır diye buylama Kaytasın mı diyen vatlarını Olğan sayan canım kıynala Kaygı olmaz kayağına Хания Фархи – обладательница 17 золотых барсов на конкурсе «Татар Жыры». Это говорит о чем? О том, что это был безграничный талант, это был прекрасный голос, и это действительно было высокое искусство певческое, которое она дарила своим зрителям. Ее начало карьеры было в Москве. Она во время учебы в училище работала в хоре имени Пятницкого, это русский хор, но, насколько я понимаю, именно как школа певческая, вокальная, это, конечно, было великолепно. К сожалению, Хания Фархи очень рано умерла, в 57 лет. Творческие люди – это, наверное, та вот память культурная любого народа, которая позволяет людям сохранять свою культурную идентичность, слушая и исполняя песни, которые пели великие певцы с прекрасными голосами, и записи, которые остались после этих певцов, позволяют любому народу сохранить свое музыкальное, театральное, вообще, в принципе, любое искусство. Поэтому хорошо, что у нас сейчас есть возможность слушать записи в любом формате, передавать их дальше следующим поколениям, чтобы мы, татары, не забыли, как прекрасна наша музыка и какие прекрасные на нашей земле рождаются певцы.